Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. Последние дни в информационном пространстве как Украины, так и Российской Федерации активно поднимается вопрос возобновления подачи Днепровской воды в оккупированный Крым. Что и кто стоит за этим? Почему активизировались Жириновский, Аксенов и Мурадов? Стоит ли подавать воду на полуостров? В России начали бить тревогу или вода – это тема для начала переговоров по Крыму? Об этом поговорим в 15-м выпуске блога Liberate Crimea. Вопрос возобновления подачи воды в Крым не новый, но в последнее время набирает все новые и новые обороты. Обсуждение темы началось с того, что так называемый постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов заявил, что власти полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной по поводу подачи Днепровской воды в Крым. По его словам, истоки Днепра находятся на территории Российской Федерации, поэтому крымчане якобы претендуют не на украинскую воду. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории Российской Федерации, заявил он. Конечно же, украинская сторона сразу же отреагировала на данные заявления. Так, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич подчеркнул, что река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки, а технологическое сооружение, то есть канал, который находится на территории Украины, на что она имеет полное право. А так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в свойственной ему манере заявил, что политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах, а водная блокада Крыма – часть антироссийской стратегии Запада. Смешно, не правда ли? Но обратите внимание на другой посыл Аксенова, в котором он пытается успокоить крымское население заявлением, что дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет. Экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям. При этом 5 июля в Армянске прошел пикет за возобновление водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу, согласованный с оккупационными российскими властями города. Это протест людей или часть плана оккупационной власти? По сути, оккупанты противоречат сами себе. В то время как Мурадов инициирует переговоры по воде с Киевом, Аксенов заявляет, что дефицита воды нет. При этом Аксенов, противоречия сам себе, также добавляет, что попытка лишить более 2 миллионов людей пресной воды является по сути формой государственного терроризма. То есть риторика России и оккупационной власти Крыма строится на том, что Украина нам должна. Нет, не должна. Ведь в соответствии с 4-й Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войн обязанность обеспечения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами лежит как раз на оккупирующей державе, то есть Российской Федерации. В самой же России по данному вопросу зашли еще дальше. В одном из последних выпусков пропагандистского ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Владимир Жириновский заявил о необходимости смены русла реки Днепр. По его мнению, это поможет обеспечить оккупированный Крым таким объемом пресной воды, что полуостров захлебнется ею. Вот канал здесь, да, вот отсюда поворачиваем, и пошел Тихий Дон. На готовность и вся Украина вся засохла. Так нам в Крыму нужна вода, там есть. Дадим в Крым, все дадим, все, что надо дадим. Как только они увидят начало строительства канала для отвода Днепровской воды, все откроют немедленно. Это правда. И северо-крымский тоннель заработает моментально. Захлебнется Крым водой, захлебнетесь, наводнение будет. Не надо, не надо. Остановите эту воду. На этом угрозы идиозного депутата не заканчиваются. В своем телеграм-канале он пригрозил перекрыть Днепр и засушить всю Украину, если она за 48 часов не начнет поставлять воду в оккупированный Крым. Стоит ли серьезно воспринимать бредовые заявления Жириновского? Но не забывайте, что у Путина на уме, то у Жириновского на языке. Практика последних десятилетий является тому доказательством. После заявлений Жириновского, которые не воспринимались всерьез, мы являлись свидетелями последующих действий Путина. Естественно, что данные заявления Жириновского не стоит воспринимать серьезно,
Но то, что у России есть серьезные проблемы с обеспечением Крыма водой, это однозначно. И решать данную проблему России нужно как можно быстрее, так как на самом деле запасы воды в Крыму сильно ограничены, а без днепровской воды данную проблему не разрешить. Итак, каким образом Россия может попытаться разрешить данную проблему и как Украине реагировать на возможные угрозы? Первое. Военным путем осуществить сухопутный коридор вдоль берега Азовского моря. Таким образом отрезать доступ Украины к Азовскому морю и взять под контроль Каховское водохранилище, откуда и начинается Северокрымский канал. Или же создать сухопутный коридор из Крыма до Каховского водохранилища. Данные попытки предпринимались в 2014 и в 2015 годах, которые оказались для России безуспешными. В свою же очередь, данный план может быть реализован российскими оккупантами только при поддержке местного населения и возможных массовых политических процессов. Поэтому Украине необходимо обеспечить устойчивое развитие территорий, граничащих с оккупированным Крымом, в том числе предоставив этим регионам особый экономический статус. Второе. Целенаправленно создавать юридические лица, главной задачей которых будет подготовка судебных исков против Государственного агентства водных ресурсов Украины и государственного предприятия Северокрымский канал в самой Украине. В свою же очередь, компетентным органам Украины и в первую очередь Службе безопасности Украины необходимо рассматривать любое подобное юридическое лицо как российскую агентуру и предпринимать соответствующие меры. Третье. Возобновление подачи днепровской воды по Северокрымскому каналу как торг за транзит газа через газотранспортную систему Украины. Ведь именно в декабре 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину. Четвертое. То, что план изменения русла Днепра существует в головах оккупантов, это однозначно. Другой вопрос, что данный проект очень дорого обойдется не только для самой России в ресурсном плане, тем более при ее настоящем экономическом положении, но и для всего человечества в экологическом плане. Причем это грубое нарушение международного права, хотя нам не привыкать к международным преступлениям России. Сам факт повышенного внимания к теме подачи воды в Крым говорит о многом. Видимо, когда в Кремле принимали решение о незаконной аннексии украинской территории, особо не задумывались о последствиях разрыва экономических связей Крыма с материковой частью Украины. Со сменой власти в Украине и острой нехватки воды Россия, судя по всему, готова идти на переговоры и определенные торги. Другой вопрос, как использовать этот фактор Украине? Может, днепровская вода может стать причиной начала переговорного процесса по Крыму, которого с начала оккупации так и не было. И тут становится актуальным вопрос, в каком формате вести переговоры по Крыму с Россией и что Украина может потребовать за возобновление подачи воды в Крым. Освобождение политузников, деоккупацию части территории или всего Крыма. Однозначно, сегодня Россия пытается навязать свою игру, а насколько грамотно отреагирует Украина, время покажет. Кстати, хочу напомнить, что важно учитывать и сложившуюся ситуацию с экосистемой в Северном Крыму, а подача воды может привести к экологической катастрофе. До новых встреч!